В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Маркировка и учет сельскохозяйственных животных в стране регламентируется Государственной ветеринарной службой. О том, что необходимо знать об этом заинтересованным гражданам, мы сегодня узнаем. Наш гость в студии Артем Бурцев, начальник управления ветеринарии города Якутска. Артем Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что такое маркирование и каковы ее основные цели? Маркирование животных – это идентификация животных с помощью визуальных, электронных и смешанных средств. Одной из целью маркирования является учет животных с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний, выявления очага и путей распространения возбудителей болезней. А вот обязательно ли маркировка и учет животных? 1 сентября 2023 года в законе о ветеринарии Российской Федерации вступили обязательные требования о маркировке и учете сельскохозяйственных животных владельцами. Это в компоненте ХОРЕД. Это одна из систем федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии, предназначена для учета и идентификации животных в России. Она создана, чтобы технически упростить маркирование, регистрировать мероприятия по профилактике и лечению животных, прослеживать жизненный цикл животных и выявлять очаги и пути распространения возбудителей болезней. А как называется данная система и могут ли владельцы сами самостоятельно регистрировать своих животных? Как я уже сказал, данная система называется ХОРЕД. В данной системе регистрируются пользователи, ветеринарные специалисты государственных ветеринарных служб, а также специалисты, находящиеся в штате организованного хозяйства. Это специалисты с образованием ветеринария и зоотехники. То есть не могут самостоятельно? Самостоятельно нет, через специалистов. Ну и куда же тогда стоит обратиться владельцам животных, да? Как вообще порядок, с чего начать? Владельцы сельскохозяйственных животных прежде всего могут обратиться в государственную ветеринарную службу, то есть в наше учреждение, это управление ветеринарии города Якутска. Мы находимся по адресу проспект Ленина 3/1, 4 этаж, кабинет 415. Также могут обратиться в структурные подразделения управления, находящиеся в ветеринарной лечебнице города Якутска на Чехова 66 и ветеринарные участки села Хатасы и микрорайона Марха. Также ветеринарные пункты села Кангласы, Тулагина, Маган и поселка Жатай. А по правилам, какие животные входят в маркировку? Согласно перечню установленных правил, маркированию подлежит крупный рогатый скот, лошади, свиньи, мелкий рогатый скот, северные домашние олени, кролики, пушные звери, служебные животные, птицы, рыбы и пчелы. Если поподробнее интересно узнать, как выглядит вообще маркирование, что это, чип какой-то, бирка какая-то? Да, при маркировании применяются именно бирки или же ошейники, смешанные ошейники, электронные микрочипы, электронные ошейники. В нашем учреждении применяются бирки и микрочипы. А существуют ли определенные сроки для тех или иных видов животных? Да, согласно установленным правилам, установлены именно сроки крупнорогатому скоту, лошадям, свиньям и птицам, сроки до 1 сентября 2024 года. Также северные домашние олени, если содержатся в организованных хозяйствах, до 1 сентября 2025 года, содержащиеся в личных подсобных хозяйствах до 1 сентября 2026 года. Также до 1 сентября 2025 года подлежит маркированию пчелы, пушные звери и кролики. Мелкий рогатый скот подлежит маркированию до 1 сентября 2026 года. Рыбы и служебные животные до 1 марта 2026 года. Птицы, содержащиеся в личных подсобных хозяйствах, зависят от количества поголовья. То есть, если в личном подсобном хозяйстве содержатся птицы более 10 голов, то они подлежат маркированию до 1 сентября 2026 года, а менее 10 голов до 1 сентября 2029 года. А маркировка единожды проводится или как-то через какое-то время нужно заново обратиться? Нет, маркировка проводится единожды.
При этом животные подлежат маркированию в течение 30 суток после рождения. Если животное ввезено на определенную территорию без маркировки, то оно подлежит маркированию в течение 30 дней со дня ввоза. Пчелы подлежит маркированию не позднее 14 календарных дней после занесения в улья. При ввозе непромаркированных пчел на определенную территорию, то они подлежат маркированию в течение 14 календарных дней. Мгм. А если, вот, допустим, владелец как-то вот проигнорирует данные правила, предусмотрен ли штраф и кто проверяет? Да, если по ветеринарным правилам владелец не предоставил для учета и маркирования животных, то предусмотрена административная ответственность по статье 10.6 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Это наложение административных штрафов от 500 до 1000 рублей на физических лиц, на должностных лиц от 3 до 5 тысяч, на юридических лиц от 10 до 20 тысяч. И штрафные санкции применяют органы федеральной власти, это Россельхознадзор по Амурской и Республике Саха-Якутия. Мгм. А что означает система РЕК-Агро? РЕК-Агро – это автоматизированная информационная система для автоматизации деятельности в сфере ветеринарии и сельского хозяйства с целью обеспечения продовольственной и эпизоотической безопасности. Система обеспечивает автоматизацию процесса маркировки, регистрации, идентификации, отчетности, прослеживаемости передвижения животных и учета поголовья. Система ориентирована на пользователей, это ветеринарные специалисты, администрации поселений, фермеры и владельцы животных. То есть данные владельцы сами могут вносить и работать в этой системе. И для учета животных в данной системе вносится вид животного, пол, порода, возраст, масть, данные о владельце животного, цель содержания, тип содержания, место содержания и данные о проведении профилактических и лечебных мероприятий. Внесенные данные в РЕК-Агро автоматически синхронизируются с системой Хориот. Мгм. Ну вот еще раньше вы сказали, обозначили, что маркируются даже рыбы. Вот сложно представить, каким путем. Немножко подробнее об этом. В соответствии с правилами маркирование рыб проводится групповым методом или же индивидуальным методом применяется в племенных хозяйствах. Маркированию подлежат в течение 60 календарных дней после выведения рыбы. В городе Якутске проведена индивидуальная маркировка в племенном хозяйстве. Это самки осетров в количестве 53 голов. Мгм. А процедура данная проводится в Якутске, в районах? В Якутске Или только в Якутске? проведено, в районах тоже проводится. Мгм. А как оплачивается процедура маркирования? Маркирование животных владельцами животных осуществляется за счет собственных сил или же привлечение иных сил. При этом владельцы должны учесть то, что вправе самостоятельно выбрать тип и средства маркирования, после чего они предоставляют данные о промаркированных животных ветеринарным специалистам. Учет с ветеринарными специалистами Государственной ветеринарной службы проводится безвозмездно, оплата не взимается. Или же в организованных хозяйствах сами в штате находящиеся специалисты могут уже вносить ветеринарные специалисты из зоотехники. Мгм. Ну, судя по всему, эта работа очень такая объемная, большая. Да? Вот сколько животных на сегодняшний день промаркированы и, возможно, имеются какие-то проблемы? На сегодняшний день на территории городского округа, город Якутск и поселка Жатаев всего промаркировано и учтено крупнорогатого скота 3582 головы, лошадей 2952, свиней 285, мелкорогатого скота 342, северных домашних оленей 25, птиц более 468 тысяч и
40 пчелиных семей, также 53 головы рыб. Ну, основной проблемным вопросом на сегодня является маркирование лошадей. На сегодняшний день нами проведено маркирование в количестве всего более 68%. Почему проблемное? Потому что именно само содержание, табунное содержание и лошади находятся круглогодично под нужным кормлением, поэтому невозможно в соответствии с правилами после рождения жеребят в течение 30 календарных дней проведения маркирования. Ну, надеемся, то, что до осенних мероприятий данное мероприятие проведем на 100%. Ну что ж, Артем Николаевич, спасибо, что вы уделили время и ответили на вопросы. Спасибо вам. А я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.